минут 15-20, Яна Олеговна. Хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы вас приветствуем в Институте развития образования. Также специалист, ведущий тьютор компании Global Lab Яна Олеговна Злачевская приветствует вас из Москвы. И поскольку у нас в сентябре с вами проходил конкурс федеральный «Сделай мир ближе» по методическим разработкам и школьным исследовательским проектам для учащихся, мы попросили Яну Олеговну рассказать поподробнее о том, как, в какие сроки необходимо нам завершить эту деятельность, чтобы выставить работы на конкурс, ну и по дальнейшему применению фолдскопов. Вот, Яна Олеговна, здравствуйте, вас приветствует Республика Коми, передаем вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я немного расскажу вам о том, как участвовать в конкурсе «Сделай мир ближе». Прежде всего, вам нужно знать ссылку на сайт, который называется очень просто foldscope.вбудущее.ру. Если необходимо, я пришлю эту ссылку в ваш Институт развития образования, чтобы она до всех дошла. Но, по идее, именно на этом сайте вы все оформляли заявки на получение ваших комплектов фолдскопов. Этот сайт остается вашим основной точкой входа на конкурс. И конкурс продолжается всего до 1 декабря. То есть до 1 декабря все ваши материалы должны быть загружены. Вы участвуете как педагоги. У вас есть на странице конкурса информация о датах до 1 декабря 2018 года. И когда вы нажимаете на ссылку «Примите участие в конкурсе», то вы видите здесь все необходимые данные. И что до 1 декабря вы поставляете свои разработки, что каждый участник может представить неограниченное число разработок на конкурс, и объявление результатов будет 24 декабря 2018 года. Ученики, ваши учащиеся, тоже могут участвовать в конкурсе, но если вы представляете свои методические разработки, то есть ваша задача рассказать о том, как этот инструмент, бумажный микроскоп фолдскоп, может быть применим в школе, в какой момент урока его использовать, ходить ли с ним на экскурсию, использовать ли его в классе или во внеурочной деятельности. То есть вот на эти все вопросы можете дать ответы только вы, только попробовав это сделать. Соответственно, сейчас вы пробуете, записываете свои наблюдения. Никакого шаблона, как надо делать эту методическую разработку, не существует. Вы пишете в свободной форме ваш план урока, условно говоря, или ваш план внеурочного мероприятия, или описание экскурсии, записывая, в каком месте и как вы применяли фолдскоп, к чему это привело, какие результаты из этого получились, и в свободной форме, оформляя это в виде документа Word, не надо добавлять туда учебных действий универсальных, каких-либо компетенций, то есть вот никаких этих дополнительных действий делать не надо, просто четкое описание того, как вы применяли смартфон, фолдскоп, как вы использовали, допустим, фолдскопа создал себе учетную запись на сайте Global Lab. И вы можете работать на Global Lab с вашей учетной записью, которую вы создали при регистрации. Учащиеся регистрируются на сайте globallab.org самостоятельно. Ссылка на сайт globallab.org есть на сайте foldscope.вбудущее.ру. Если щелкнуть по нашему логотипу, то вы перейдете на сайт Global Lab. Каждый школьник на сайте Global Lab в каталоге проектов нажимает кнопку «Создать проект» и создает черновик своего проекта с использованием фолдскопов. Для того, чтобы понять, какие проекты можно создавать, пролистайте страничку конкурса для педагогов чуть ниже
и вы увидите примеры исследовательских проектов. Каждый из них опубликован на сайте Global Lab. Щелкните по одному из названий, что такое пеленгуемость, или кошка или собака, или песок пеську рознь. Перейдите в этот проект и посмотрите, как он устроен. Посмотрите, каков его протокол, как выглядит анкета, как ее заполнять. На сайте Global Lab в разделе «Участнику» вы найдете справочник. В справочнике подробно рассказано, как создавать проекты Global Lab, и это поможет вашим учащимся в разработке собственных черновиков. У вас есть кнопка «Подать методику». Когда вы нажимаете кнопку «Подать методику», то вам открывается тоже анкета проекта Global Lab, специального проекта, сделанного для педагогов, для того, чтобы отправлять свои разработки. И вы входите на сайт под своим именем. Когда анкета впервые у вас откроется, она скажет, что надо зайти на сайт, чтобы ее оформить. Вы нажмете кнопку «Вход», напишите логин и пароль, который вы создали, присоединяясь к проекту о фолдскопах, и разместите здесь, выберите свою номинацию, напишите название разработки и все загрузите на сайт Global Lab. Обратите, пожалуйста, еще внимание, что на сайте Foldscope в будущее.ру есть несколько разделов. Мы сейчас с вами говорили о странице, которая называется «Конкурс». Она отдельная для учителей и для школьников, и для каждого своя ссылка «Подать методику» или «Подать проект». Но есть еще раздел «Блог». Вот если вы перейдете в раздел сайта «Блог», то вы увидите здесь последнюю новость от 12 ноября, что уже более 700 учителей по всей России получили наборы фолдскопов и работают с ними, и форму для отзыва. Если вы уже работаете с фолдскопами, то, пожалуйста, напишите про них в эту форму для отзыва. Это тоже ссылка на проект на сайте Global Lab. Напишите о своем опыте работы с фолдскопами, и здесь же тоже есть ссылка на форму для учителей и форму для учеников, через которую можно подать свои материалы на конкурс. И можете посмотреть все новости по проекту. Есть специальная страничка, которая называется «О фолдскопах», где есть инструкция и видеоролик о том, как собрать фолдскоп. Они помогут вам работать. Обратите внимание, что вы получили не единственный фолдскоп, и иногда учителя спрашивают, что вот как быть, у нас что-то мутно, что-то не видно. Мы не исключаем возможности бракованных экземпляров, поэтому если у вас возникают какие-то проблемы, попробуйте собрать еще один фолдскоп, еще один. Проверяйте себя по инструкции, что вы все собираете правильно, и после этого смотрите. Мы опробовали некоторое количество фолдскопов, посмотрели через них готовые препараты и препараты, которые мы готовили прямо на семинарах, и в принципе у нас было видно. То есть можно предположить, что могут быть проблемы при сборке, можно предположить, что может быть проблема вообще в принципе с фолдскопом, поскольку это инструмент дешевый, в каком-то смысле расходный, не исключено, что могут быть бракованные экземпляры, поэтому проверяйте все свои фолдскопы. Не думайте на основании одного, что вообще все не работает. Пробуйте все-таки собрать и попробовать все. Посмотрите, пожалуйста, что у вас чистые линзы. Там прикладываются в наборе специальные ватные тампончики, которыми можно очищать линзу, и линзу все время нужно аккуратно очищать. То есть этот инструмент простой и неприхотливый, его можно положить в карман и пойти исследовать, но тем не менее какой-то аккуратности все-таки он, безусловно, требует. Итак, главные ваши даты – это 1 декабря, когда заканчивается прием работ на конкурс. Результаты будут объявлены 24 декабря. Пожалуйста, имейте в виду, что вы можете подать более одной разработки, и более того, обратите внимание на то, что педагоги тоже могут разрабатывать свои проекты с помощью конструктора Global Lab. Вот те проекты, которые вы видите в разделе «Конкурс» в качестве примеров, они многие были разработаны теми педагогами, которые первые получили на самом первом этапе апробации, получили фолдскопы, для того, чтобы как раз такие вот примерные проекты разработать, чтобы они потом помогли работать другим учителям и детям.
То есть, в принципе, вы можете свою методическую разработку снабдить ссылкой на свой собственный проект, на черновик своего проекта, и компания Global Lab, как один из партнеров этого конкурса, обязательно оценит отдельно работы учителей и поддержит их. Может быть, у вас есть какие-то вопросы конкретные, на которые я могла бы... Да, большое спасибо, Яна Олеговна. По-моему, все предельно понятно. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас вопросы в чате? Сейчас мы посмотрим наш чат. Ну, по-моему, все понятно. Контрольные точки обозначены, да, система работы еще раз обозначена для наших педагогов, так же, как и на вводном вебинаре, который у нас состоялся еще 24 сентября. Вот. Но, тем не менее, вопросы от педагогов поступали, поэтому мы благодарны вам, Яна Олеговна, что вы нашли возможность еще раз это все нам рассказать. Большое спасибо. Вопросов пока нет, но я надеюсь, что нашим педагогам... Обратите внимание, что на сайте в разделе «Вопросы» есть ответы на часто задаваемые вопросы, там есть положение о конкурсе. Пожалуйста, пусть педагоги его внимательно прочитают. Там тоже все эти вопросы освещены. Его можно найти на сайте в разделе «Вопросы». Там несколько ссылок на положение о конкурсе. Хорошо, мы ждем ваших работ. Хорошо. Большое спасибо. Я очень надеюсь, уважаемые коллеги, что работы будут качественные, порадуют Республику Коми и Москву, и что наши дети, учащиеся, смогут выйти в финал. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Ну да, до 4 пусть стоит.